Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас мы находимся в окрестностях поселка Маган, где проходит такая жаркая пора. Она называется посевная. И рядом со мной сейчас руководитель большого хозяйства Екатерина Васильевна Котрус. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Васильевна, расскажите про... Понимаю, что сейчас мало времени, да, посевная. Вы еще отметили, что очень холодная весна, да, в этом году? Да. Вот, в целом, что сегодня на этом поле вы засеиваете? Сейчас высеваем пшеницу. Вчера закончили овес. И после пшеницы будем сеять ячмень по 100 гектаров. Потом уже после 26-го начнем садить картофель. Потому что земля еще холодная, не прогрелась. Поэтому вот в этом году мы задержались с посадкой. Но ничего не изменишь. То есть, если весна холодная, соответственно, сроки сдвигаются. И получается меньше времени на то, чтобы урожай... Да. Чтобы быстрее посеять, приходится или посадить, допоздна работать. Вот сейчас, конечно, такая пора у нас. Мы видим такой, то есть это трактор с сеялкой, да? Да, это агратор. Агратор называется. 4800М. Для чего он, что может сеять эта Он сеялка? любую культуру сеет, и он делает сразу несколько операций. Во-первых, он рыхлит сразу землю, потом высевает семена. Ну, можно и с удобрением, но чтобы ускорить, мы удобрения отдельно вносим. Потом он рыхлит, это боронит этими боронками и прикатывает. Короче, сразу несколько операций в одной. То есть получается, что сеялка проходит и уже все засеяно, да, все дополнительно. Сделано и прикатано. Ага. Ну, учитывая огромные пространства, вы сказали, это 100 гектар, это только вот это поле, Нет, да? это 150. Вот даже 150. Оно идет до трассы. До трассы. Да. И его нужно все засеять Но пшеницей. мы 100 гектаров. Там дальше, вот где трактор пашет, видели, да? Да. Там картошка будет. Потому что общая площадь здесь 150. И где-то гектаров 20-25 там картофель посадим. А в целом, вообще вот по опыту прошлых лет, да, вообще сколько лет вы занимаетесь вот фермерским хозяйством? Ну, я сначала, у меня же было крестьянское хозяйство «Котрус», потом стал Андрей заниматься им. А я создала новое хозяйство ИП «Котрус». Вот, АКХ «Котрус», оно так и существует, Андрей работает. Андрей – это ваш сын? Да, Андрей это мой сын. И в итоге сколько лет общий трудовой стаж ваш? 45. 45 лет вы занимаетесь крестьянским хозяйством. Здорово. Ну, мне уже 66 будет, поэтому... А вот, допустим, вот, например, 100 гектар засеивается, и какой объем урожая можно взять? Ну, В среднем. по 100-120 тонн, больше. Какой год будет. Если, конечно, будет опять засуха, то уже там, не знаю, как получится. А после того, как собирается урожай, куда он реализуется? Ну, его местное зерно очень хорошо покупает. Во-первых, мы же продаем его все равно дешевле. И вот все, кто содержит птицу, коз, там, коров, они все покупают у нас. Очень... Он в виде такого натурального комбикорма, да. получается? Но нет, просто зерно, а они уже там все три вида, допустим, пшеницу, ячмень, овес они берут и дробилкой дробят, и как бы все три вида в одном. Как бы комбикорм. Добавляют добавки, если то уже точно комбикорм. И все. А, допустим, на изготовление муки не идет? Видите, мы так раньше планировали сделать, да, вот, ну, это очень сложно. Мукомоль, как, допустим, мельницу приобрести, там она десятки миллионов, даже и больше. А так, такие планы раньше были, но сейчас... Получается, в целом урожай, вот, допустим, пшеницу собрали, и из нее можно сделать хорошую муку. Да, если можно. Есть мукомольная. Потому что она, ну, как бы, местное зерно, обычно из своего зерна, из якутских сортов, там вот Приленская была, мы, ну, как бы там клейковины и хлебопекарных качеств у этого зерна нет. Лепешки там, то все, ну, все упирается как переработку. Это имеется в виду мельница и так далее. А этого нету у нас. Испытано на себе.
Вот, друзья, как бывает, приехали на съемки, хотели развернуться, и вот такая вот колея, а лопату я выложил только сегодня. И обеими задними колесами попал в колею, как новичок. И главное, даже на полном приводе она, ну, не хочет выходить. Так, сейчас. Олег Борисович, Не мы же обговорили. сами все садим. Все, так, поставим. Так, тогда сейчас я позвоню Диме, пусть он... Это... А вообще, как ты решила? Так, ну в целом нормально. Чуть-чуть подкопать и можно выехать. Конечно, смотришь, думаешь, как вообще машина могла тут стать. Но я давил на газ, что вперед, что назад. Машина попала в ловушку. Получается, там колея, и здесь колея. И не туда, и не сюда. Около 3 тонн. Делает свое дело. Так, в общем, у нас сейчас задача вот тот трактор как-то подловить и поснимать его поближе, посмотреть, как работает сеялка. Вон вертолет поднимается. Туда? Давайте. Да? Испытано на себе. Испытано на себе. Друзья, ну а сейчас, я думаю, для жителей сельской местности это будет обычное, обыденное дело, но для нас, городских ребят, это, знаете, такой неоценимый опыт. Сейчас у меня есть возможность проехать и, соответственно, плугом вскопать землю для того, чтобы здесь уже далее был посажен урожай. Так, ну и сейчас познакомимся с нашим Дмитрием. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Слушай, ну, если честно, я так, как бы, можно сказать, новичок в тракторном деле. Вот, вижу знакомые педали, но их почему-то здесь 4. 2 тормоза, потому что. 2 тормоза? Да. То есть- Левый и правый. Левый и правый тормоз. Да. То есть можно тормозить правой и левой стороной. Интересно. И одновременно получается вот так, Да, да? можно одновременно. Ага. Так, это сцепление, Да, это газ. да. Слушай, так по эргономике достаточно не очень удобно, да? Сейчас я почувствую газ. А наступаешь как, так или вот здесь? Без разницы. Без Как разницы. тебе удобнее. Как удобно. Так, ничего там по гидравлике опускать не надо? Ничего не надо уже, все сделал. Это коробка передач. Коробка передач вон она. Это пониженная. Витя говорит, я, говорит, тракторист с опытом, говорит, какую скорость нужно включить? 4-ю. 4-ю. Она включается... Вот, смотри. Ага, схема. Вот сюда. Получается, первая? сюда. Только не сильно. Не сильно сюда. Да, вот просто вот так сделал, и все, и можешь Ага, включать. хорошо. Да. Включай. Она включилась? Нет. Еще дальше, да? Еще дальше? Сильнее? Да, сильнее. Не включил. Так, вот нейтралка. Ага. Чуть-чуть и вперед. Нету? Сцепление потихоньку опускаю, она включится. Туда толкаю ее. Вот, включил.
Включилось? Да, все, газу больше. Это что такое? Вылетело. Выскочило? Вылетело. А, во, все, все. Ну, оказывается, Старайся сюда его, чтобы у тебя колесо чуть-чуть так было, ага. чтобы туда не съехать. Давай. Все, сцепление отпускай. Так, пока как все правильно делаю? Да. То есть на четвертой скорости газу можно газа больше. больше дать. Правое колесо должно вот идти по этой... Да, упираться маленько в бортик. Ага. Сколько времени занимает вот спахать вот такое поле? Ну, второй день пашем уже сегодня. Второй день уже, да? Да. Еще дня 2-3. В целом вообще как техника? Ну, неплохая, чё, работает. Нора, еврашки, Ага. побеспокоим. Так. А вообще в целом еврашки немножко досаждают, да? Да, они урожай портят. Ага. Портят урожай. Выкапывают. Как говорится, что не съем, то надкусаем. Так, у нас впереди сейчас будет поворот, да? Сейчас прямо едешь, потом гидравлику поднимаешь на развороте. Так, гидравлика, Я тебе скажу, вот. А длинный. останавливать надо? Или Нет, можно на вот ходу просто подымешь и все. Я На тебе себя? скажу, когда, да. Полностью вниз так. полностью вниз? А. Так, по сигналу, да? Давай. Поднимай. Поднялась? Да, еще подними маленько. Ага, все. Нормально? Нормально. Так, теперь куда едем? Теперь там заезжаем. Вон с того края, да? Вот четвертой скорости достаточно, или ты как бы еще Достаточно. Ну, я на переездах пятую включаю. пятая, да? Ну, побыстрее, как бы, время не тратить. Судя по схеме, четвертая, она как первая на автомобиле, да? Вторая, наверное. Вторая. Вообще- Чуть-чуть захват, но больше Ага. возьми. Да. И на легковом машине. А в целом рабочий день сколько времени занимает? Ну, мы с 8 до 8, обед, полдник. Так, и мне надо сейчас заехать правым колесом, да? Да. Еще есть, да, поворот? Так. Так, вроде попал. И поднимаю вверх, да? Все, опускай. Все ходом так и идешь. Это она уже все опустилась нормально, Все да? на плавающее. А бывает такое, что ну вот у вас хозяйство, да, фермерское здесь, крестьянское, ну, большое количество тракторов, и вот приезжают там охотники, например, говорят, помогите вытащить машину Ну, иногда было, но сейчас мало. такого. поменьше. Сейчас, наверное, вездеходов больше, да? Да. Они сейчас подготовлены. Обороты нормальные, да? Да, нормально. Можешь чуть-чуть дать газку. Даже газом? Ну, надо найти положение, у него правая нога уже затекает. То есть так вот педаль, да, я вот нажимаю, у меня нога вот так вот почти вертикально. Вот, наверное, дело привычки, да? Да, это привыкаешь.
Здесь что будут сажать? Картошку. Картошку? А, мы разговаривали сейчас. Эта весна очень холодная и поздняя. Екатерина Васильевна сказала, что в прошлом году уже 20 мая сажали, Да. а сейчас уже 24. И она еще сказала какой-то признак на березах. Листья, Да, они должны быть копейкой. как копейка, да? Да. Тогда можно сажать картошку. Да. Сейчас чуть-чуть газу больше дай ему. Больше? А, тут этот, да? Мягкая. Мы когда приехали, увидели, там, ну, сеялка работает. Но я-то как человек такой, знаешь, типа, спрашиваю, а можно ли за рулем сеялки? Ну, там нюансы вообще. Да, там посложнее. Там посложнее, там сам трактор помощнее. В общем, я так понял, что там, Ну, один раз увидеть, один раз прокатиться и нормально. ну да. Ну, и с другой стороны, очень ответственно, да? Там, Да. там и больше частей вот в самой сеялке. А это зеркало, допустим, на плуг посмотреть, чисто обернуться, да? Да, желательно оборачиваться. Удобнее по зеркалу. Дима, смотри, вот, допустим, в течение всего дня ты работаешь, да, пашешь, спахиваешь поле. Я вот в тракторе здесь не вижу магнитолы, да, ничего такого. Бывает, что скучно как-то, Нет, тут не соскучишься. не соскучишься? Выходишь, бороны чистишь, плуг там, все равно земля прилипает, убивается. Есть чем заняться, короче. А, слушай, ну, кстати, да, действительно. Но мы, когда надо почистить, мы тебе поможем сейчас. Сейчас приедем, можно почистить. Ну да, вот я сижу, да, например, все время в напряжении такой, да, то есть, ладно, педаль газа я уже забыл про ногу, а тут следить надо за всем. Как-то и привыкай. не расслабишься, да? Не знаю, я уже привык, я уже как-то на расслабончике спокойно А, катаюсь. так, да. Надо тебе этот сделать, лентяйку, да? Да, руль тут и так легкий. Кстати, да, я думал, такой. Вообще, мне кажется, сюда бы не помешало что-то типа круиз-контроля, да? То есть, ну, в основном на одном газу, как бы, ну, на одних оборотах идешь. Так, ой, или под... Сюда бы кондиционер, вот это было бы, да. А, кондиционер, да. А тут подсос есть, наверное, да? Нету? Нет, зачем вам, не нужен. Я не вижу. У меня Есть просто ручной газ. ручной газ есть? Да, вот оно. Его нажимаешь, и можно педаль не держать. А, ну, оказывается, все придумали уже, да? Но ты все равно на педали ездишь. Да, ну когда нога устает, можно и ручной газ. Немного, да. Ну тут местами, видишь, подгазовывать надо, Да. где-то пробуксовываешь. А если ручной газ используешь, можно ногой тоже подгазовать, да? Да. Ну, получается, как круиз-контроль. Ну, тоже влажно, да? Да. Ну тут, да, влажновато. Земля хорошо пропиталась.
маневренный, да, так-то? Да, Да, где чистить будем? Здесь? туда подъедем. Там? Да, руль как на легковушке. Да, легкий, она. Насос хороший. Качает хорошо. Ну, допустим, во внедорожных соревнованиях, кто участвует, там строят эти и котлеты, Да. используют тоже такие гидрообъемное рулевое управление. Вот, друзья, ну, как я и говорил, действительно незабываемый опыт. А вообще, когда ты сел за трактор в первый раз, наверное, такие же ощущения были, да? Да, тоже меня как 2 раза показали, как бы я потом уже И сел, всё, да? сам поехал. Ну, все равно нюансы какие-то, все равно подходишь, спрашиваешь. Так мне тоже было сколько, 21 год, когда я только сел. 21 год. 10 лет, считай, назад. Так, а нам жена будет потом лучше. Да, тут тормози, Тормоз. сцепление, тормоз. Так, ручник не надо? Да не, он никуда не покатится. Ага. Тут катиться некуда. Ну да. Опускать не надо? Так пусть стоит, да? Чуть-чуть Будем так опусти. немного. Сейчас опущу. Так, наверх, да? Еще? Да, пойдет, ага. Так. Глушить не надо, да? Не, не надо. Сейчас, подожди. Сейчас покажешь, я сделаю. Поддержишь? Так, то есть со временем она, получается, Да, засоряется. трава набивается, колесо, на колесо, видишь, он налипает. А их вообще затачивают или они... Не, потом новые ставишь просто. просто Ну, новые. кто-то затачивает. А, специально вот такая лопатка, Ага. да? Видишь, глубина меняется, когда она налипает. А, давай, попробуем. Уж прямо, чтобы на 100% все, да, ощутить. И получается, из-за вот этих наростов поднимается плуг, да? Да. Глубина меняется. Так, это что такое? И она еще и сложно крутится. Так. Ага. Ого. Основная задача по центру, да, ее снять? Да. Ну, земля сырая, налипает махом. Каждые 2 круга где-то 3 круга чистишь, выходишь. Так. Несмотря на то, что есть такой отбойник, да? Ну, если бы его не было, тут бы вообще слой бы набирался. Все равно выполняет Да, свою. все равно чистик маленько сошкребает. Да. Ну вот, пойдет. я и почистил железное колесо. Так, куда-то у нее какое-то место, да, свое? Так, она вот сюда вот ставится. Специальное. Так, хорошо. Все. В принципе, все. Ага. Испытано на себе. Друзья, ну что, мы сейчас сделали 1 круг, почистили колесо, почистили плуг. И буквально еще немного проедем, не будем Дмитрия задерживать. Сейчас закрепим вот это переключение скорости и трогание с места. Что-то ударился.
Так. О, Опускай плуг. сразу, да? Да, сразу. Так, запускаем. От себя. Да, вверх. Все, полностью до талого. Ага. Всё? Да, вот так, ага. В целом, наверное, у трактора там мощное сцепление, да? То есть там он прощает какие-то ошибки. Все равно, Но все равно. желательно бы побыстрее отпускать. Вот, это что такое? Яма, да? Ну, еврашки накопали. Даже на тракторе чувствуется вот эта яма, которую Да. откапывают еврашки. А вообще ты, допустим, являешься, ну, как тракторист, еще и механик, то есть если что-то неисправность, как ты сам делаешь. Да, конечно. Приходится. Основные, самые такие, ну, распространенные, какие бывают неисправности. Да, за лето, в принципе, так-то нормально они себя ведут. Просто после зимы подготовка у нас идет. Мы как бы их сразу подготавливаем, чтобы они у нас уже как бы не подвели в самый разгар работы. То есть идет подготовка перед этим, да? Да, Такая? конечно. Все фильтра, масла, все меняется. А, допустим, посадка картофеля, она тоже при использовании трактора, да? Да, конечно. делается? Сзади специальная сеялка тоже, да? Сажалка. Картофеля сажалка, да? Что, ну, действительно, вот крестьянское хозяйство, да, это посеять, до этого еще подготовить, да, семенную картофель семенной, подготовить технику, спахать поле, посадить, ну, как бы, да, картофель тот же, там, пшеницу. Так это еще даже меньшая половина дела, наверное, да? Это летом это всё поливать. Летом поливать, Слушай, а здесь как обрабатывать. поливается? Тут растительная система какая-то есть? Да, этот катушка Катушка? А, вот которая... растягивается. Потому что лето может быть, ну, как бы и засушливым. Да, считай, сколько уже, года 3, наверное. Нормальных дождей не было. Постоянно засуха. Это, наверное, как полил, начал поливать, закончил, и уже надо Переставляю, обратно. Переставляю и поливаю. Потом по новой возвращаюсь и пошли То по есть новой. поливка постоянно идет. Да. Работа по поливке. Работы много. Полил, потом обработка, потом опять полив. А, еще обработка. Конечно. Да, масштабы, конечно, мощные. Это тебе не огород спахать Да. лопатой, но это тоже труд, да? Там, на Это дачном еще участке. маленький кусочек, Еще небольшой кусочек. Да. только начали. Так, ну что, стоп машина. Опа. Вот, друзья, ну хотелось бы поблагодарить Дмитрия. Большое спасибо за очень интересную беседу и за инструктаж. Ну, Дмитрию желаем успешной посевной, хороших урожаев и отличного настроения. Спасибо большое. Спасибо. Опа.
Друзья, ну что, Дмитрий продолжает свою работу. Получается, мы сделали один круг. Один круг, и это у нас заняло целый выпуск передачи «Испытано на себе». Вот, ну, в целом, что говорить, это сельское хозяйство, это каждый день на счету, это постоянный контроль, постоянная работа с утра и до вечера. Только так можно добиться хороших результатов и, конечно, получить в конечном итоге доход какой-никакой. Ну, желаем крестьянскому хозяйству Екатерины Васильевны Котрус успешного, хорошего сезона, и чтобы осенью все был урожай, который будет ее радовать и радовать потребителей, ну, нас, соответственно, тех людей, которые потом приобретают сельхозпродукцию. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч и следите за нашими выпусками.